Ребята, здравствуйте. Суммативное оценивание за четвертую четверть. Здесь мы будем работать по 4 навыкам. На слушание задания. Прослушайте отрывок из сказки и выполните задание. Жил-был маленький робот. Его, как и тысячи других маленьких роботов, изготовили на заводе. Маленький робот жил в этом доме, развлекая детей и взрослых. В 8 часов утра маленький робот включал музыку и говорил: пора вставать, уже рассвет, довольно спать». Вечером он рассказывал смешные истории, а перед сном интересную сказку. На утро все повторялось сначала. Маленький робот очень хотел смеяться и веселиться вместе со всеми, как настоящий человек. Но он был всего лишь бездушной машиной. Он знал, что ему никогда не удастся стать человеком. Его тело, сделанное из металла и пластмассы, было чем-то похоже на человеческое, но у него не было самого главного — сердца. Но он больше не мог жить по-прежнему, так как ощущал, что никому не нужен. Даже дети уже не обращали никакого внимания на его старые шутки. Маленькому роботу хотелось сделать что-нибудь прекрасное и волшебное. Задание первое. О чем говорится в сказке? Ответ С. О роботе. Друшоптарның асты сызылған балалар. Из чего был сделан робот? Ответ Д. Из металла и пластмассы. Чего не было у робота? Д. Сердца. Почему робот больше не мог жить по-прежнему? Напишите. Вот примерный ответ. Маленький робот очень хотел смеяться и веселиться вместе со всеми, как настоящий человек. Маленькому роботу хотелось сделать что-нибудь прекрасное и волшебное. Задание на говорение. Айтылымға тапсырма. Составь небольшой рассказ на тему изобретения будущего по данному началу текста. Соблюдай правила постановки ударения в знакомых словах. Сейчас появляется много новых и интересных вещей. Например, электромобиль, 3D-очки, роботы, мобильные телефоны. Вот, опираясь на эти картинки, вы должны составить рассказ. Вот примерно рассказ. Дальше можете продолжить. Это начало рассказа. Появляются электромобили, которые не будут загрязнять окружающую среду. Роботы становятся все сложнее и миниатюрнее. Они могут выполнять всю работу по дому. Мне нравится все новое и интересное. Я тоже люблю изобретать. Задание на чтение. Прочитай текст и выполни задание. Санжар и его друг вышли прогуляться на улицу. Его друг Дархан увидел среди деревьев сверкающие огни. Санжар удивился, что на небольшой полянке стоял необычный корабль, похожий на тарелку. С корабля вышло несколько человек. Они медленно двигались к ним. Они не были похожи на обычных людей с большими глазами, высокого роста, в зеленых костюмах. Вдруг один из них подошел к Санжару. «Здравствуй, незнакомый человек. Мы прилетели с Марса. Наши люди увидели, что на Землю движется большой метеорит. Об этом надо сообщить всем людям». «Как? Почему? Что делать?» Санжар был испуган, но оказалось, это был просто сон. Какой заголовок соответствует тексту? А. Сон Санжара. Составь один вопрос по содержанию текста. Вопрос можно начать со слов: как ты считаешь, как ты оцениваешь, какие чувства? Вот примерные вопросы. Можно составить примерно вот такие вопросы. Как ты оцениваешь поступок людей, прилетевших с Марса? Как ты считаешь, правильно ли поступают незнакомые люди?
Какие чувства возникли у Санжары, когда он проснулся? С каким чувством ты прочитал рассказ? Какие слова автора вызвали в тебе эти чувства? Чему ты обрадовался? Дополни предложение словами из текста. Тархан увидел, на небольшой полянке стоял похожий на тарелку. Они не были похожи на обычных людей. Задание на письмо. Спеши и определи границы предложений. То есть жазылымда берілген сөйлемдердің шекарасын анықтап, нүктесін қою керек, тыныс белгілерін дұрыс қою керек. До свидания, ребята. Сау болыңыздар.